Наверняка прошедшие выходные вы провели очень интересно. Ведь по всей республике, впрочем, как и по всей стране, отмечали День молодежи. О том, как этот день праздновали в столице Башкортостана, в сюжете Айгуль Усмановой. 24 июня в Большом зале Башгосфилармонии состоялся турнир по рукопашному бою по версии «Русский бой» среди спортсменов Башкортостана, организованный Госкомитетом по физической культуре и туризму, Госкомитетом Республики Башкортостан по молодежной политике, Управлением по делам молодежи администрации города Уфы и Республиканским спортивным общественным объединением «Боскурт». Именно вот русский бой, рукопашный бой, он позволяет не только физически, но и достаточно, в общем-то, морально подготовиться к службе в вооруженных силах. Это вот, в принципе, наверное, одна из наиболее важных задач данного турнира и данного вида спорта вообще, в частности. Я надеюсь, что молодежь, пришедшая сюда, она посмотрела поединок, посмотрела, насколько мужественны эти ребята, которые участвовали в данных поединках. В то же время ребята, участвующие, они проверили каждый себя. Самое главное, что молодежь сейчас не на улице, она вот тянется к чисто мужскому виду спорта. В турнире оспаривали первенство 16 спортсменов, прошедших днем раньше отборочный тур, состоявшийся в спорткомплексе БГУ, где приняло участие более 30 молодых ребят из разных уголков Башкортостана. Один из лидеров турнира, победитель в тяжелом весе Эдуард Галлямов из села Малая Салаватского района, поделился с нами своими впечатлениями и планами на будущее. Многие мои ребята, которые даже не занимали места, то они хорошо себя в обществе чувствуют, то, что и учатся хорошо, и родители спасибо говорят за воспитание, и здоровый образ жизни ведут в общем плане. То, что не пьют, не курят, спокойные ребята, чем по улицам шататься. Пусть лучше в спортзалах пропадает, больше заниматься, спортлагеря организовывать нужно. В этом плане я сам собираюсь приложить к этому руку тоже. На следующий год, в будущем, если получится, попробуем у себя в районе на Сабантуе провести русский бой. И хотел бы я поздравить всю молодежь Республики Башкортостан и других регионов с Днем молодежи и администрацию молодежи спортивного объединения и президента, то, что он поддерживает такие спортивные направления. И надеемся, то, что в дальнейшем тоже будет также сильно поддерживать молодежь, спортивное движение, здоровое спортивное движение. В тот же день на площади имени Ленина нашей столицы прошел грандиозный праздник поколения 21 века, посвященный Дню российской молодежи, устроителями которого явились Управление по делам молодежи города Уфы и Госкомитет Республики Башкортостан по молодежной политике. Указ президента об объявлении Года молодежи в нашей республике содержит очень много вопросов, связанных не сколько, может быть, с организацией досуга и каких-то вот молодежных мероприятий, а с решением конкретных социально-экономических проблем молодежи и их решения в нашей республике. Нужно сказать, что в ближайшее время выйдет постановление о выделение денежных средств на такие программы, как решение жилищной проблемы молодежи. Значит, постановлением Кабинета министров от 12 мая будут выделяться льготные суды не только на строительство, но на приобретение жилья. И сейчас в городе Уфе прорабатывается вопрос о строительстве дома для молодых семей. То есть это тоже большой, я считаю, успех, если начало будет положено этому эксперименту. Мне хотелось бы пожелать, наверное, нашим молодым людям побольше счастья, побольше, наверное, здоровья, исполнения всех их желаний, всех устремлений. Потому что, наверное, без надежды на лучшее невозможно то будущее, о котором мы все мечтаем. Поэтому я думаю, что молодежь нашей республики уверенно вступит в 21 век и будет достойно продолжать те добрые традиции, которые есть у нашего народа. Нам удалось собрать достаточное количество коллективов. Открытие праздника было очень бурным. То есть более 200 человек танцевали не на сцене, а на всей площади. А праздник, начавшийся еще днем, набирал свои обороты.
Особо хотелось бы отметить героизм уфимцев, которые, несмотря на проливной дождь и последовавший за ним двухчасовой вынужденный перерыв, все-таки дождались продолжения праздника, закончившегося лишь за полночь. За свое терпение они были щедро вознаграждены. Числу выступавших на празднике молодежных групп, танцевальных коллективов, солистов и исполнителей музыки почти всех стилей и направлений, казалось, не будет конца. Зрители от мала до велика, постепенно заполонившие всю площадь у горсовета, одинаково с благодарностью и восторгом принимали группы «Мирас», «Экспромт», «Ант», «Данс-шоу», «Модус», «Мон-Арт», «Дилижанс». Бурными аплодисментами провожали Идриса Калимуллина, Флориду Исмагилову, Айрата Гаянова. Всех не перечислишь. И все же сенсацией и откровением праздника поколения 21 века, уже походившего на хороший фестиваль хорошей музыки, стало выступление новоиспеченной уфимской группы «БТР». Песня «БТР», название я пока не буду расшифровывать, это песни, за которыми стоит какая-то очень мощная эмоция. Она завораживает слушателя, переворачивая его мир с ног на голову. Действо на сцене сопровождалось выступлением одноименной балетной группы. Точка. Сейчас. И позабыли дать подругу жизни, ради которой мог бы все стерпеть. То, что здесь все искусственно противно, и гроб так пахнет, можно угореть. А кульминацией вечера стал традиционный праздничный фейерверк. Под залпы салюта восторженную публику, как и было обещано, развлекали стрелки. Кстати, о стрелках. Барышни этой популярной московской группы охотно рассказали нам о себе, своих впечатлениях от пребывания в нашей столице. Будьте вы всегда счастливы, неревнивы, справедливы. Будьте здоровы и красивы, и к работе не ленивы. Никогда, чтобы не болели, пили, ели, песни пели, не толстели, не худели. Проще, чтобы на жизнь смотрели. Всем телезрителям программы «Салям» огромное